поговорить деп. Ой, тебе надо, короче, научиться нормально разговаривать на русском дома, короче, ебать, ана жерде потолок бар. Сөйтіп, ё-моё, айтамын да, берекет, да. Кімнен күтсем де, короче, мына сөзіне именно сенің естем деп ойлаған жоқ. Недавно звоню я своему другу, ну просто спросить, как у него дела и что там с работой. А он вдруг говорит: слушай, есть вакансия, думаю, тебе подойдет, но... Я насторожился. Что но? Но тебе надо подтянуть русский язык. Я завис. В смысле? Я же русский. А он спокойно, как будто обсуждает погоду. Ну, национальность-то у тебя русская, а вот язык? Ты на казахском разговариваешь идеально, а вот на русском хромает у тебя. Честно говоря, я от него такого не ожидал. Русский русскому такое говорит. Подожди, ты хочешь сказать, что я плохо знаю свой родной язык? Спрашиваю. Не то чтобы плохо, отвечает он. Но на собеседовании важно, чтобы тебя поняли сразу, без и ну это самое. Я сижу, думаю, как так? Я вырос в Казахстане, с детства общался на казахском, учился в казахской школе. И да, казахский у меня как у Акына на свадьбе. А русский вроде родной, но не такой гладкий. И тут он добавляет загадочно, как философ. Ты знаешь, как не надо знать, а надо знать, как надо знать. Я замолчал. То ли он меня подколол, то ли это глубокая мудрость. В любом случае, мысль в голове зависла. Вечером я пошел, достал старые книги, начал читать вслух, тренироваться. Думаю, ну, раз уж я русский, не дело мне проваливать собеседование из-за языка. Знаете, что я понял? Иногда твоя национальность – это просто слово на паспорте, а то, что ты действительно знаешь и умеешь, это твой выбор и твой труд.